Удивительно, но морские черепахи понимают язык дельфинов и даже пользуются их смышленностью. Прежде чем выйти на берег и отложить яйца, они слушают дельфинов и ждут от них сигнала, что на берегу все спокойно. История черепах насчитывает примерно 220 миллионов лет. На нашей планете существует около 340 видов этих рептилий. Черепахи делятся на морских, пресноводных и сухопутных. Мнение, будто все черепахи на одно лицо, категорически неверно. При, казалось бы, полном сходстве различия между видами имеются. Как вы видите, панцирь у водной черепахи, который в правой руке, он более гладкий, более покатый, более низкий и ровный. Вот, лапы имеют перепонки. У сухопутной черепахи таких перепонок нету. Передние лапы у сухопутной черепах более массивные, более толстые, когти разделены. Водные черепахи, они обычно легче, чем сухопутные. У них тоньше панцирь, чтобы проще было плавать и ловить рыбу. Сухопутные более массивные, им торопиться не нужно, потому что растения никуда не бегут в природе. Также, если посмотреть на морду, можно увидеть, что она более гладкая у водной черепахи и более шершавая у сухопутной. Пресноводную черепаху смело можно назвать сторонницей здорового образа жизни. Кормить ее нужно специальным черепашьим сухим кормом, который надо чередовать со свежей рыбой. И никакого мучного и мяса. Корм засыпается в аквариум раз в 2 дня. Чаще кормить взрослых черепах не рекомендуется, потому что это приведет к ожирению. Также рекомендуется класть в аквариум листы салата. Диета для сухопутных рептилий не менее важна. Составлять черепашье меню необходимо с учетом того, что сухопутные питомцы – вегетарианцы. Кормить таких черепах нужно растительным кормом. Преимущественно это должен быть салат. Также подходят комнатные растения, например, традисканция. Во всем нужно знать меру и соблюдать основное правило. Еда с нашего стола для всех черепах является ядом. Черепахам нельзя давать молоко, хлеб, творог, любую термически обработанную еду. Также нельзя давать яйца, ни в коем случае нельзя давать мясо. Немаловажным моментом является обустройство жилища для вашего экзотического питомца. Для комфортабельной жизни пресноводных черепах требуется просторный аквариум на 50-70 литров, водопроводная вода, фильтры для очистки, ультрафиолетовая лампа для лучшего усваивания черепахами кальция и лампа накаливания для поддержания оптимальной температуры воды на уровне 22-28 градусов. Уровень воды должен быть 2/3 аквариума. Лампы ультрафиолетовая и лампа накаливания должны быть включены в течение 10-12 часов. Так как черепахи являются пресноводными, вода должна быть обыкновенной из-под крана, добавлять в нее какие-либо средства или отстаивать не нужно. Террариум для сухопутных питомцев прекрасно соседствует с аквариумом для пресноводных. Но уход за террариумом немногим проще, чем за аквариумом. Все тот же свет, подогрев, а вместо воды – наполнитель. Это может быть, как у меня, древесная щепа, это могут быть опилки, может быть крупная галька. Грунт нужно менять раз в месяц по мере загрязнения. Также в террариуме обязательно должен быть домик. Это может быть деревянный домик, как такой, с большим входом, чтобы черепаха могла в него войти. Вопрос с получением влаги у водной черепахи решен, а вот сухопутные черепахи в силу отсутствия воды в среде их природного обитания научились накапливать воду во время редких дождей. По этой причине в домашних условиях вашему питомцу необходимо устраивать банные дни. Уровень воды должен быть чуть ниже шеи черепахи, то есть черепаха не должна захлебнуться в воде. Черепаху нужно купать в течение получаса-часа. Температура воды должна быть еле теплая. После купания черепаху нужно тщательно вытереть полотенцем. После появления в вашем доме пресноводной черепахи на вас ложатся заботы исключительно по уходу за аквариумом. А вот с появлением сухопутной рептилии вы обретаете много других забот. Купать, увлажнять подсохшую кожу кремом, выгуливать, подстригать клюв и когти. И это еще не весь перечень обязанностей для заботливого владельца сухопутного питомца. Когти подстригать по мере роста. Когда видно, что светлая часть ногтя, она намного больше, чем темная часть ногтя. Тогда светлая часть отстригается. При неправильном содержании и когда черепаха не получает твердую пищу, у них клюв отрастает слишком длинный. Поэтому его нужно, как и когти, подстригать. Помимо видового различия, у тортил существуют различия между дамами и джентльменами. Они отличаются тем, что у мальчика вогнутый нижний панцирь под названием пластрон, у девочки нижний панцирь ровный. Кроме того, у самцов длинный хвост, у самок хвост маленький.
Какой вид черепах выбрать, водных или сухопутных, решать вам. Но заводя любую черепаху, необходимо помнить, То вы заводите себе друга на 40-50 лет. Именно столько они живут. Общение с животными – лучшее лекарство от всех болезней и даже от осенней хандры. И неважно, пойдете вы в дельфинарий или в зоопарк, или просто пообщаетесь с вашим домашним питомцем. Я Юрий Лешок и программа о животных и растениях. Прощаемся с вами. Увидимся через неделю. Зато мой коллега Константин Крымов расскажет вам самые удивительные истории из мира растений уже завтра.